إن الدين عند الله الإسلام. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху, устанавливающему сроки для душ, знающему об их положениях и изменениях, которые с ними происходят. Он совершил со своими созданиями, своей мощью и силой то, что пожелал, и Его веления были исполнены среди них согласно Его предопределению и желанию. Я восхваляю Его, благодарю за свершенные им благодеяния и милость. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. Никто не отменяет Его решения, и нет предела Его мудрости. Я свидетельствую, что наш Господин и пророк Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник, которого Он отправил во время перерыва между посланниками, утраты прямых путей и дорог, и проявил милость к мирам, послав Его. Да благословит Аллах и приветствует Его, Его сподвижников, Его семью и родственников, табиинов и тех, кто последовал за ними и отправился по их пути из Сунни. А затем, я увещеваю себя и вас, о люди, бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь Аллаха, да помилует вас Аллах. Соблюдайте богобоязненность между вами и Аллахом. Боритесь со своим нафсом. Будьте скромны с людьми. Соблюдайте аскетичность между вами и этим бренным миром. И знайте, что милость к созданиям открывает врата милости к Создателю. И милостивых людей помилует милосердный Ар-Рахман. И украшайте себя для величайшего предстояния. Всевышний Аллах сказал: «В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой». Расчет загробной жизни будет легким для тех, кто давал себе отчет в этом мире, и тяжелым будут весы людей, которые взвешивали в жизни мирской свои поступки. Самооценка, да помилует вас Аллах, должна происходить с благочестием и украшением для великого предстояния, испытывая страх к царю царей. Нет истинного божества, кроме Него. О мусульмане! Братство между нами в исламе — великий атрибут, зиждущийся на крепкой взаимосвязи. Братство и дружба, процветающие в родстве, связаны с истинами исламского послания и тем, что эти истины вменяют в обязанность определенные чувства, методы, программы и радости. Братство — это дух ислама, сердцевина его света и его законов, объединение его джамаата и правления. Это братство в верности учениям ислама, установление исламских положений, исполнение исламских заветов и соблюдение нравственности. Аллах Всевышний сказал: «Крепко держитесь за верь Аллаха, все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями». Воистину, исламская религия с ее вероучением, поклонением и моралью пришла, чтобы спасти человечество и человеческую душу, поместив ее в светлый, лучезарный мир достоинств, высоких качеств и нравственности. С другой стороны, положение религии и религиозных учений ослабляется в случае победы страстей, отклонения от истины, господства несправедливости и притеснения рабов. Воистину, человека нельзя назвать религиозным, если у него жестокое сердце и разум, и нельзя назвать благочестивым и праведным, если его сердцу нанесла вред страсть, совратив его предрассудками. Основа благочестивой религиозности — здоровье и правильность органов человека, его сердца, разума, души и частей тела, отсутствие в них уродств и искажений. Аллах Всевышний сказал: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера. Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять». Виды поклонения достигают своего пика тогда, когда взращивают в человеке высокую нравственность и благое поведение.
Аллах сказал: «Воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Бери из имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их». Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Воистину, ось всех видов поклонения вращается вокруг очищения души и достижения понятия покорности, истинного подчинения Аллаху, Господу миров. Спасение, благочестие, успех и благоденствие могут быть достигнуты только правдивостью поклонения, преданности и служения Аллаху и хорошим обращением с созданиями Аллаха. Что за религиозный человек, который выполняет виды поклонения, и при этом у него угрюмое лицо, от него исходит зло, и он враждебен и агрессивен? Как у кого-то может быть религиозность и благочестие, когда дурной нрав переполняет душу и заполняет сердце, выявляя его вред и показывая опасность? Вы знаете, что банкрот в исламе тот, кто совершал намаз, выплачивал закат, соблюдал уразу, однако в то же время он обругал, опорочил, ударил кого-то, проел без права, без чьего-то имущества, пролил чью-то кровь. Он отдаст из своих благих деяний и тому, и другому. А если иссякнут его хорошие поступки до того, как закончится отчет, то будут взяты их грехи и брошены ему, и потом он будет отправлен в ад. Это достоверный хадис, его привел имам Муслим. О мусульмане! Воистину, оживление религии в душах и в поведении путем воскрешения нравственности и благонравия должно показать и выявить истину веры и достойное поведение, подобно тому, как религия выявляется при ибадатах, видах поклонения. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Нравственность, ахляк в исламе, о рабы Аллаха, относится к основам благой жизни. Аль-Фудейль бин Аяд, рахимахуллах, сказал: «Основа веры и его второстепенной части после двух свидетельств и фардов столпов ислама заключается в правдивости речей, сохранении аманата, чего-либо данного на хранение, верности, договору, поддержания родственных связей и благожелательности к мусульманам». Более того, ученые даже сказали: вся религия — это нравственность, и у кого прибавился благой нрав, прибавилась и его религия. Религия — это то, что показывает основы нравственности, определяет ее ориентиры, устанавливает критерии и восхваляет ее достоинства. Ахляк без религии бесполезен. Религия и нравственность неразделимы между собой. Есть достоверные хадисы от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в которых говорится: «Воистину, самый любимый для Аллаха из рабов, лучший из них нравом, и верующий самой совершенной веры, лучший из людей нравом». Лучшее, что было дано человеку, благонравие. Ближе всего к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в судный день будет сидеть лучший из людей нрава. Нет ничего более тяжелого на весах верующего в судный день, чем его благонравие. Благочестие — это благонравие. И благородство верующего, его религия, его доблесть и великодушие, его разум и достаточно ему его нрава. Чтобы стало ясно, какое место занимает ахляк, какой след он оставляет при установлении поведенческих норм и какова его роль в стабилизации общества, посмотрите на постановления и законы. Несмотря на их общеизвестную важность и необходимость для упорядочения и урегулирования людских дел, установления истины и исправления взаимной несправедливости, сами по себе законы не могут справиться с урегулированием шариатских действий, потому что какими бы строгими, суровыми и точными в исполнении не были законы, они обладают властью в явном, а не в скрытом. Они касаются общественных, а не личных связей. Они наказывают того, кто поступил плохо, но не награждают благодетеля. Избежать их легко. Есть возможность найти лазейку в их текстах. Уйти от наказания несложно, несмотря на то, что законы поддерживаются силой правителей. Сколько людей, потеряв нравственность, занимались лжесвидетельством, разукрашенной ложью, приукрашенным развратом под видом благочестия. Таковы положения, законы и системы, если кроме них ничего нет. Таким образом, человеку просто необходимо иметь религиозность и нравственность.
Если к вам придет тот, чьей религией и нравом вы довольны, то жените его. Если же вы этого не сделаете, то на земле будет смута и большой разврат. Хадис привел ат-Тирмизи с хорошим иснадом. Без религии не будет нравственности, а без нравственности не будут соблюдены законы и порядок. Дорогие братья, если все это так, то воистину лучшие из свойств характера — это стыдливость и скромность, помощь людям, правдивость, усердие в работе, избегание ошибок и любопытство в словах и делах, праведность, верность, терпение, храбрость, совершение благих дел, благодарность, кротость и благоразумие, справедливость, целомудрие, сострадание и воздержанность языка и души, целостность груди и взаимопрощение, щедрость, терпеливость, милосердие, сочувствие, справедливое отношение и соболезнование братьям. Что касается срединности и умеренности, то это источник всех благих нравов. Братья, благонравный человек, милосердный и щедрый, подавляет свой гнев, хотя он может его проявить. Он прощает, хотя может отомстить, проявляя снисходительность, хотя истина за ним. И он не отвлекается на вражду и агрессию. Жизнь для него дороже, а братство ценнее. Благонравный человек воплощает братство в религии в своем идеальном и образцовом участии. Он доволен собой и своей семьей, приносит радость печальному человеку, смахивает слезы с глаз плачущего, освещает путь для растерянного и наставляет на правильный путь заблудшего. Его лицо озаряет мягкая улыбка, у него ласковые руки и сострадательное сердце. Щедрая, благонравная душа искореняет недостатки, ее благородство светится изнутри, она достойно себя ведет, проходя через густой мрак и ураганы. Обладатель благонравия верит в милость и справедливость своего Господа, доволен тем, как он распределил удел и достаток, какие таланты и дарования раздал. И он встречает утро и вечер со здоровой душой, чистым сердцем и произносит мольбу благочестивых людей. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный, милосердный. Он встречает свой день и завершает его со словами: «О Аллах, милости, оказанные этим утром мне или кому-либо иному из Твоих созданий, исходят только от Тебя, и нет у Тебя сотоварища. Тебе хвала и Тебе благодарность. Он милосерден, отталкивает зло тем, что лучше, повелевает то, что можно, и не требует невыполнимого». Посмотрите на 3 прекрасные качества: красивое терпение, красивое прощение и красивое отстранение. И эти прекрасные качества есть только у обладателей красивого нрава. Ибн Умар, ради Аллаху анхума, сказал: благочестие – простое дело, радостное лицо и мягкие речи. Урва бин аз-Зубейр сказал: сколько раз приниженное слово даровало мне несравненную честь. Сказал: доказательством правильности мнения человека является его склонность к благонравию, отвращение от дурных дел, желание делать добро и избегание того, что принесет ему позор или плохую репутацию. Также, да помилует вас Аллах, нравственность является главной частью личности, стержнем счастливого общества. Общество остается возвышенным, пока в нем сохраняется нравственность, и прекращает свое существование, когда нравственность уходит. И общины познаются по их нравственности, а народы по их хорошим делам. Благонравие делает горечь сладкой, землю превращает в золотую руду, мутность в ясность, болезнь и беду в милость, а врага делает другом. Благонравие смягчает железо, размягчает камни и пробуждает жизнь в душах. Благонравие, соизволение Аллаха — это то, что расстилает довольство, распространяет безопасность. И правдиво в своем нраве — это тот, чье сердце смешалось с радушием веры. Аллах Всевышний сказал: «Не равны добро и зло, оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха, ибо Он слышащий, знающий». Да принесет Аллах мне и вам пользу при помощи великого Корана и руководства Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И я прошу прощения у Аллаха для себя, вас и остальных мусульман от каждого греха, и просите у Него прощения. Воистину Он прощающий, милосердный.
Я восхваляю Аллаха хвалой благодарных людей. Верую в Него верой убежденных и благодарю Его за Его явную милость. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей, очищая перед Ним веру, и свидетельствую, что наш Господин и наш пророк Мухаммад, раб Аллаха и Его посланник, Господин всех людей. И я благословляю и приветствую Его братьев из числа пророков и посланников, Его семью и всех сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за Ним вплоть до судного дня. А затем, все мусульмане говорят и верят, что ислам — это религия достоинств и закон о похвальных поступках, что ислам любит высокие качества и призывает к ним, ненавидит глупости и запрещает их. Все говорят, нет такого благого нрава, к которому бы не призывала религия, и нет такого порицаемого нрава, от которого бы религия не предостерегала. Но, к сожалению, сколько есть мусульман, которые не проявляют ни благодеяния, ни милости, ни милосердия, ни прощения, ни справедливости, ни терпения, ни кротости. Среди них есть те, кто порывает родственные связи и вредит соседям, кто не уважает старших и не относится снисходительно к детям, не помогает вдовам, сиротам и беднякам. Сколько среди них тех, кто лжет, нарушает обещания, и кто находит приятным обман и мошенничество. Эта картина станет еще хуже, если узнать, что некоторые мусульмане недостаточно хорошо понимают религию и истинную сущность религиозности. Среди подобных недостатков и дефектов то, что ты видишь, как некоторые мусульмане очень хорошо делают намаз, следят, чтобы он проходил в джамаате, и в то же время допускают ужасные упущения в своих поступках и действиях. Как будто религия для них ограничивается только намазом, а религиозность этими видами айбадата. Среди явных упущений, когда на нравственность смотрят так, как будто она находится на 4 или 10 месте, и воспитанность и благонравие у такого человека не является чем-то доказанно необходимым. Вы узнали, да помилует вас Аллах, кто будет банкротом в судный день. И в достоверном хадисе говорится, если в человеке есть 3 вещи, то он мунафик, лицемер, даже если он делал намаз, постился, совершал хадж и умру, и говорил, что он мусульманин. Если он говорил, то лгал, если обещал, то нарушал обещания, и если ему доверили аманат, он предавал. Не будет верующим тот, от бед которого сосед не находится в безопасности, и неприличие, и непристойность не из ислама. Плохой нрав — это убийственный яд, а постыдные и дурные поступки — это скверна, уводящая от близости к Аллаху и Его пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Дурной нрав — это болезнь сердца и заболевание души. Абдуррахман бин Махди говорит, пусть человек остерегается низости нрава подобно тому, как он остерегается харама. Поистину, щедрость — это вера. Мудрые люди говорили, бессильный не бывает похвальным, гневающийся радостным, скучающий не будет иметь братьев, свободный не будет бережливым, а жадный не будет богатым. Плохой нрав лишает сил, ослабляет тело и приводит к анархии. Так бойтесь же Аллаха, да помилует вас Аллах. Соблюдайте вашу религию, ее вероубеждение, поклонение и благонравие. Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И будьте, о рабы Аллаха, братьями, и пусть человек не унижает своего брата-мусульманина. И вознесите приветствие и молитвы за оказанную вам милость, за вашего пророка Мухаммада, посланника Аллаха, и вам повелел это сделать ваш Господь в Коране, и Он является правдивым в своих речах, сказав: «Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О, те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром». О Аллах, благослови и приветствуй миром своего раба, посланника и пророка Мухаммада, Аль-Хабиба, Аль-Мустафу, избранного пророка, его чистую непорочную семью, его жен, матерей правоверных, и будь доволен, о Аллах, 4 праведными халифами, Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али, всеми сахабами, табиинами и теми, кто последовал за ними вплоть до судного дня, и нами вместе с ними, Твоим прощением, щедростью и благодеянием, о наищедрейший из щедрых. О Аллах, возвеличь ислам и мусульман, унизь многобожие многобожников, убей тиранов, нечестивцев и остальных врагов религии. О Аллах, даруй нам безопасность в наших странах, исправь наших имамов и правителей, и сделай так, чтобы нами правили те, кто боится Тебя и желает Твоего
Твоего довольства. О Господь миров, о Аллах, даруй свой успех нашему имаму и правителю, помоги ему в повиновении Тебе, поддержи его тем, что он будет покорен Тебе, возвеличь Твое Слово посредством него, сделай его помощью для ислама и мусульман, и объедини посредством него мусульман на истине и прямом пути. О Господь миров! Аллах, утверди для исламской общины благоразумие, где подчиняющиеся Тебе люди будут возвеличены, а грешники наставлены на прямой путь, и чтобы повелевалось к одобряемому и запрещалось порицаемое. Воистину Ты над каждой вещью властен. О Аллах, исправь для нас нашу религию, которая является для нас добродетелью, исправь нам нашу мирскую жизнь, в которой мы живем, и нашу загробную жизнь, куда мы возвратимся, и сделай нашу жизнь увеличением для нас во всем благом, а смерть покоем от всякого зла, улучши наш исход во всех наших делах, и отдали нас от позора этого мира и наказания в загробной жизни. О Аллах, займи того, кто хочет зла для нас, нашей религии, наших поселений, нашей безопасности, нашей общины и объединения нашего слова с самим собой. Обрушь его козни на его же шею, сделай его действия разрушительными для него. О Господь миров, о Аллах, воистину мы призываем к Тебе от их зла. О Аллах, накажи иудеев-захватчиков. О Аллах, накажи этих иудеев-сионистов, захватчиков, оккупантов. О Аллах, достань их, и воистину они ничего не могут сделать. О Аллах, не спошли на них свое наказание, которое не будет отражено от преступных людей. Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одним из потерпевших урон. О Аллах, облегчи нам покаяние, раскрой нам врата приема покаяния и ответа на мольбы. О Аллах, прими наше повиновение, нашу мольбу, наши благие дела, прости нам наши дурные деяния и смилостивься над нами, о всемилостивейший из милостивых. Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром последней жизни, и защити нас от мучений в огне.